Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какой сюрприз, либо сюрпризы готовят для вас высшие силы до конца лета? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, до конца лета вам будет очень и очень интересно. Что я могу еще сказать? Здесь не просто сюрпризы, а здесь какие-то прям сногсшибательные перемены в вашей жизни. Давайте пойдем по порядку. Начнем с корня рисунка. У вас в корне огромный петух, который ест с ваших рук. У одних девочек отыграется работа, прибыль, доход, а у других отыграется строптивый мужчина, которого вам удастся, как говорится, приручить, потому что все-таки ест из ваших рук. Девчонки, кто работает, во-первых, начнет все получаться. Тьфу-тьфу-тьфу, наконец-таки вы входите в свой звездный час. У вас все начнет получаться, чем бы вы ни занимались, какими бы там проектами ни бредили, либо над чем бы сейчас не работали. Какой бы результат в сегодняшнем дне у вас не был, до конца лета этот петушок, он прокричит. И так громко, что услышат все. На расстоянии сотни тысяч километров. У кого-то прямо и действительно глобально мировой успех идет. Опять же, если вы работаете в интернете, то с разных уголков мира к вам будут обращаться. А для девочек, у кого непростые отношения, либо партнер, знаете, такой действительно как строптивый, и хвостом виляет, и сегодня у него настроение есть, он с вами про любовь говорит, на завтра что-то у него изменилось, поменялось, какие-то тучки набежали, он уже как интерес потерял, холодненький стал, либо обиделся, такой неопределившийся. Девчонки, вы добьетесь своего, он с ваших рук ест, он только на вас смотрит. Он за вами будет ходить, прям по вашим пятам будет ходить и постоянно вас дергать. Обрати на меня внимание, я здесь, я твой, бери меня к себе, я без тебя не могу. Это победа. Это победа, конечно, тяжелым трудом, но она ваша, заслуженная. Сюрприз заключается в том, что у вас все получится. Причем получится ярче, лучше и быстрее, чем вы, например, себе придумали, задумали, либо могли бы предположить. Тут высшие силы на вашей стороне. Высшие силы прям кулачки за вас держат, говорят: молодец, давай, вперед и только вперед к своей цели. Так, здесь у меня вышла прекрасная птица Феникс. Она идет на взлет. Знаете, как эти ракеты вертикально взлетают. И у вас, видите, она, Феникс, на взлет идет. Девчонки, у кого были проблемы в первую очередь по здоровью. Здоровье физическое, то есть какие-то болячки, какие-то неприятности по здоровью, либо болезни души и сердца, то есть всякие стрессовые ситуации, депрессии, у кого-то наоборот, может быть, панические атаки, в общем, нездоровые вы были. Чего бы это ни касалось, вы как птица Феникс воскреснете, вы восстановитесь, вы засияете лучше, чем прежде, ярче, чем прежде, не лучше, а ярче. Возрождение, вас ждет возрождение. Для вас сюрпризом будет то, что у вас сил-то прибавится, уверенности в себе прям через край, здоровье прям вы
нальетесь этим здоровьем. Опять же, вот хочу добавить, может быть, у вас сейчас какая-то проблемка, там, не знаю, эстетического характера, либо вот что-то в теле не нравится. Вы совсем с этим справитесь, причем очень и очень и легко, и успешно, понимаете? Прекрасная птица Феникс – это вы. Вы вот до конца лета просто преобразитесь до неузнаваемости. Серьезно вам говорю. В левой стороне. То есть вы вообще не ждете, вы не думаете, вы такая рукой махнули, думаете, да, все равно ничего будет, девочки, будет, я вам обещаю. Смотрите, какая прекрасная птица. Так, дальше идем. Здесь перед вами какие-то интересные двери открывает человек с инициалом на букву В. То ли это его имя, то ли фамилия, то ли должность, может быть даже, да, либо как называют этого человека на эту букву, прозвище, может быть, какое-то. Открывает перед вами несколько дверей, как будто бы выбор для вас предоставляет. Говорит, хочешь туда, хочешь сюда. Вот я к твоим услугам, да, я тебе помогаю, я как этот, те, которые двери открывают, как дворецкий, да, наверное, или как их называют. Вот в некоторых там отелях такое есть. Консьерж, по-моему, да, либо нет. Я уже забыла, как это называется. Кто помнит, напишите в комментариях. Вот этот человек перед вами будет открывать эти двери. Причем, девочки, вы не ждете, вы не надеетесь, вы никого ни о чем не просите. Может быть, когда-то просили, вам отказали, вы такая думаете, ну ладно. Вот этот человек прям сам перед вами открывает, говорит, милости прошу, вот чего пожелаете, куда пойдете. Все к вашим услугам. Опять же, у кого-то отыграется, что благодаря человеку на букву В, имя, фамилия, либо должность, прозвище, да, у вас появится возможность сразу несколько дел, либо ситуаций раскрутить в свою сторону. Да, то есть идет помощь, содействие, может быть, профессиональная помощь, а может быть, вам какую-то информацию подкинет. Ну вот вы решаете, вы все делаете. У вас все получается, да, и выбор, понимаете, вот изобилие выбора, вот так мне идет. Так, еще очень красивый каблучок, такая красивая туфелька, но это уже я видела. Опять же, связано с какой-то дорогой. У одних девчонок идет судьбоносная поездка, неважно, дальняя, ближняя, это не важно. Важно, что вот прям судьба в этой поездке решается. Не только решается, но как бы и улучшается. Вот вы не будете такой, как прежде, да, вот вы едете грустненько, возвращаетесь счастливая, либо вы едете, ну, с каким-то пессимистическим настроем, а возвращаетесь прям вся на позитиве, аж светитесь, понимаете, вот такая вам дорога идет. У кого-то из девчонок отыграется, что дорогу вы эту, ну, совсем не планируете, и даже нет никаких намеков на то, что какая-то дорога у вас может быть, а судьба позовет. Позовет, и вы откликнетесь, вы поедете и не пожалеете. У кого-то даже отыграется, что вы к любимому поедете, либо поедете и любимого встретите, да, так тоже бывает. Просто прекрасная дорога на прекрасном таком легком, красивом, изящном каблучке. Вот прям такая, ну даже не туфелька, как босоножек такой очень красивый. Может быть, куда-то на отдых поедете, да, горячую путевочку купите, либо вас кто-то подзовет, пригласит. И это будет просто прекрасно, незабываемо это у вас идет. Так, идем дальше. Здесь змея. Змея, причем змея достаточно такая мощная. Враг, соперница, недоброжелатель. Да, у каждого по-своему отыграется. Змея, которая очень долго от вас, знаете, как по куску отщипывала. То есть, да, она вами питалась, либо чем-то вашим питалась. То есть вы либо из-за этой змеи что-то теряли, либо вам было, ну, откровенно говоря, да, плохо, больно из-за этого человека. То есть человек причинял боль. Но и также потери какие-то могли быть из-за какого-то врага, недоброжелателя, либо конкурента. Смотрите, эта змея вот как будто бы чем-то подавилась. То есть ела и подавилась. Все. Там закашлялась, там клубочком свернулась, развернуться не может. Смотрите, вы все разные. У каждого отыграется по-своему. Но
То, что она прекратит причинять вам там боль, неприятности, там, угрозы создавать, это точно. Да? Эта змея будет занята собой, своим, я не знаю, там, спасением, исцелением, что там с ней произойдет. Но это не важно. Важно, что от вас она отстанет. У вас появится поле возможностей, вы обретете свободу, и вам не нужно будет там, дергаться, периодически там, оглядываться назад, либо ждать каких-то, ну, не знаю, капканов, силков, либо тумаков сзади, да. Вот не надо будет это делать. Прямо вы такая на крыльях, понимаете, на крыльях свободы. Вот страх уйдет, переживание уйдет. Еще вот для тех, кто с несвободным мужчиной общается, встречается. Смотрите, у вас очень классная ситуация идет. Вашей этой соперницы, у вашей соперницы, да, у нее какая-то роковая ошибка происходит. Вот где-то она роковую ошибку совершает, которая ее полностью погубит, дискредитирует и погубит. Я вас поздравляю. Это прекрасный сюрприз избавиться от человека, который вам мешает либо вредит. Причем вы ничего не делаете. Вы ничего не делаете. Все делают за вас высшие силы. Вот они вам помогают. Помогают избавиться от неприятеля. Пятерка, видите, вылетает из вашей жизни, прям в трубу вылетает. Ну, вместе с этим соперником, соперницей, не знаю, кто, враг, вылетает, улетает. Так, еще сюрприз. Здесь, смотрите, крест у вас вышел прям в центре практически. Крест острый, то есть, ну, либо эта карма была у вас тяжелая, да, вот какие-то неприятности, беды, либо вы как будто бы чужой крест несли, да, за кого-то несли. Ну, это может отыграться родовыми всякими долгами, которые, например, ну, весь род платил, и вы платили, там, может, там отдувались за весь род. А у кого-то отыгрывается, например, ну, тяжелыми состояниями, там, по долгам, да, вот, по деньгам, какие-то жизненные обстоятельства очень жесткие, вот, в которые вы попали. И прям, ну, как говорят, да, человек несет тяжелый крест. Острый, он вас даже постоянно как ранил даже, да, вот, причинял вам боль. Вот такая ситуация непростая была. Смотрите, этот крест с вас снимают два ангела. Получается, что у одних испытание пройдено, да, у других, например, карма закрыта, а третьи действительно свою задачу целиком и полностью вынесли, да, сделали, осуществили, освобождают, да, заслужили вы свободу. Доказали, да, что вы можете, что вы готовы терпеть, что вы человек смиренный, что вы человек принимающий, вы не озлобились, вы не стали плохим человеком, вы не стали творить там зло там, в отместку, вы ничего этого не делали. Вы молча, смиренно тащили этот крест. Вот два ангела с вас снимают. Причем, если честно, вот смотрите, как я вижу, скорее всего, если родовое, то со стороны вашей мамы, бабушки, ну да, вот по женской линии со стороны мамы у вас была эта беда, потому что здесь ангелочек, ну прям совсем такой маленький, слабенький. А вот со стороны отца ангел очень сильный, мощный, но они вдвоем снимают этот крест. Да, то есть еще духи рода станут на вашу защиту и помогут вам этот крест тяжелый сбросить. Кстати, хочу предупредить тех, у кого были проблемы, вот этот крест, да, проблемы по деньгам. У вас тут с левой стороны очень мощная рыбка вплывает в вашу жизнь, причем какой-то человек эту рыбку к вам подпускает, запускает, да, у кого-то даже отыграется, что какой-то человек станет вашим донатором либо спонсором, да, то есть будет вам денежку давать. Опять же, это может быть чисто вот как желание помочь, да, проспонсировать, либо желание, например, за что-то с вами расплатиться. Да, может быть, действительно человек вам будет платить, и все ваши финансовые проблемы начнут решаться, разрешаться. У кого-то даже может отыграться, что кто-то, например, найдет для вас лазейку, способ, как вам, например, от этих кредитов, долгов избавиться. Да, может быть, какую-то процедуру пройти, может быть, где-то какую-то помощь, защиту получить. Да, все бывает в жизни. От какого-то человека вам идет.
Так, и, пожалуй, самый важный сюрприз. Сюрприз похож на вашу мечту, но мечта какая-то необычная, мечта, связанная именно, ну, я не знаю, имущество, либо деньги, вот как хотите, либо так, либо так. Имущество что-то дорогостоящее, может быть и машина, может быть и дом, ну, может быть даже и какой-то предмет роскоши, не знаю, о чем-то вы мечтали, чего-то вы хотели. Здесь идет награда, но награда королевская, да, то есть это больше, чем подарок, вот, и больше, чем даже само понятие награда. То, о чем вы мечтали, либо то, в чем вы сильно нуждались, о чем вы постоянно думали, и вот вы для себя прям так говорили, это невозможно, да, не в ближайшее время. Кто-то вообще говорил, не в этой жизни, да, но вот очень хочется, ну, нет возможности. Вот идет ваша жизнь, идет, и прям вам на голову эта корона надевается. Но это именно мечта, желание. Как будто бы ваша мечта сама вас находит. Сразу хочу предупредить, это будет не совсем то, о чем вы мечтали. Это будет нечто большее и лучше в перспективе. Вот как-то так идет. Ну, я не могу точнее вам сказать. Вот вижу, что исполнится, вижу, что немножко не то будет, но в целом выше говорят, что это будет к лучшему. К лучшему. Кстати, вот это будет самое поразительное, самое восхитительное и то, что заставит вас верить в чудеса. И да, вы будете воспринимать это как чудо, которое случилось в вашей жизни. Мои хорошие, не надо об этом распространяться, не надо вдаваться в детали. Да, вы можете об этом говорить, но понятно, что если там вам, не знаю, повезет и вы выиграете в лотерею, либо вы приобретете недвижимость, либо вам кто-то подарит автомобиль, вас, конечно, будут спрашивать, да, как же это все случилось, произошло. Либо вообще там, общими словами, да, ну типа вот так, да, вот так случилось. Либо старайтесь уходить от этих разговоров и поменьше рассказывать. Завидовать будут сильно. Вот я вижу, прям будут завидовать. Причем будут завидовать как чужие, так и свои, к сожалению. Тут хочется посоветовать, если есть возможность, поставьте на себя защиту, либо оберег себе сделайте. А если нет такой возможности, ну тогда молчите и постарайтесь скрывать. Хотите, искажайте реальность. Ну, например, вы можете сказать, нет, это не мое. Там, мне дали на время попользоваться, да, чтобы люди меньше завидовали, меньше думали об этом и меньше об этом говорили. Вот это будет хорошо, это будет на пользу вам. Да, иногда можно и исказить реальность, я не буду говорить врать, да, исказить реальность для того, чтобы не было тяжелых последствий для вас и для вашего будущего. Так, мои хорошие, небеса вас любят, в этом даже никаких сомнений нет, я это вижу с этой отсыпки, и даже энергетика такая, знаете, счастливая идет, я вот прям сижу такая, улыбаюсь за вас, ну, действительно очень рада. Мои хорошие, запомните, молчание, принятие и, конечно же, смелость. Вот это то, что вам прям рекомендовано. Мои хорошие, небеса вас и любят, и побалуют, и удивят, и, конечно же, засыпят просто какими-то дарами, подарками, сюрпризами, всем самым лучшим. Вы этого достойны, вы заслужили. И главное, чтобы этот тяжелый острый крест наконец-таки с себя скинете. Представляете, какое облегчение идет? Да? Вот даже один этот тяжеленный ужасный крест скинуть, какое же это облегчение. Но вы молодец, вы все делаете правильно. Верьте в себя, верьте в высших, все обязательно получится. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.